Да, хейта много, потому что у нас серии вот так выходят. Несколько раз переснимали, мне было очень смешно. Мне сразу с порога кричат: «О, Яшка!» Здорово, пацаны! У меня есть цель показать им всем, поразить их всех, поразит везде. У меня есть цель показать им всем, поразить их всех, поразит везде. У меня есть цель показать им всем. А что доставляете-то? Хорошее настроение, брат. Просыпаясь, люди обретают смысл своей жизни. Чем занимаешься и почему решил сняться в сериале? Меня зовут Валериан, я занимаюсь видеосъемкой и дизайном. Я Алексеев Алексей Сергеевич, я с Якутска. Меня зовут Байшев Егор. Еще раз вопрос. Сняться решил, потому что мне написал Аял Струкин в самый неподходящий момент. Это было осенью, и я снимал шторы, ну, чтобы поменять на зимние. И вот я вот так вот, короче, стоял, и мне кто-то жестко писал в директе. Вот, и написал, сказал, что ищут человека на одну из главных ролей, и Айсен и Аял приехали, поговорили и решили, что будем снимать. На съемки попал случайно. Я спал, проснулся, начал смотреть телефон, зашел в WhatsApp, уведомление увидел. От неизвестного номера, как оказалось, это был Айсен. Он пригласил меня на съемки. Я посмотрел, подумал, и сразу же ответил: да, согласен. Попал на проект через кастинг, увидел в Инстаграме в сторисе то, что проходит кастинг на сериал молодежный, и подумал, так как у меня был прошлый опыт раннера, в этот раз пойду на кастинг, попробую, может, раннером тоже опять стану. Когда я зашел, там, вот, как сказать, все сидели, смотрели, отбирали участников, и мне сразу с порога кричат: «О, Яшка!» В этот момент я такой: кто такой Яшка? И потом мне объяснили, что, оказывается, Яшка — это главный герой, и есть шансы того, что я попаду на главную роль. Но потом, когда я домой пришел, я думал, не, вряд ли. Скорее, раннером лучше попаду, наверное. Начали выступать на камеру. Пробы были, пробы были. У меня дрожь была немного, боялся. Потом я смотрел на другого, который играл роль Айса. Это был как раз-таки не Валериан, а другой человек. Он, получается, рассказывал, он текст вообще не выучил. Я дома текст учил, да, я его выучил. Вот. И смотря на него, я как-то успокоился. Меня как смотрели на роль Мича, так и смотрели. Да? Мне это понравилось, то, что именно съемки, то, что первый раз такой опыт. Не было кастинга. Короче, я видел у кого-то в сторис, что идет кастинг, я не пошел туда, вдруг мне отказали бы, я бы тогда загрустил. Поэтому я как-то посмотрел, забыл, короче. И потом вот Аял Струкин, наш режиссер, написал его с Айсеном Тиранских. Приехали с продюсером, поболтали, и все, сказали, через 2 недели будем снимать. Спрашивали, задавали вопросы, как ты относишься к камере, волнуешься ли ты перед камерой, не волнуешься, готов ли отыграть такую роль. Я сказал, в принципе, могу. Потом спросили, сможешь ли ты отыграть задрота. Я сказал, я и есть задрот. На твой взгляд, почему называется сериал 2014? Интересный вопрос. Есть, на самом деле, официальное определение. 2014 – это с 20 до 14 часов не продается алкоголь. В Якутии же алкоголь продается только с 2 до 8. А вот с 20 до 14 бегают бутлегеры, работают наливайки, и, в общем, это не очень хорошее время. Погнали дальше. Какую социальную проблему затрагивает проект? Проект затрагивает из социальных проблем. Я бы хотел отметить, самое явное – это алкоголь, потому что много молодых людей приезжает из улусов и теряется. Я бы даже сказал, это именно проблема молодых людей, которые приезжают в город из улусов. Дети, которые всегда были под контролем родителей, приезжают в город и распускаются. Идут в отрыв, пьют, играют в азартные игры, делают ставки на спорт, забивают на учебу.
Вот, поэтому учитесь, не пейте, не ставьте. Для меня сериал считается уникальным тем, что он на русском языке, и у него охват аудитории гораздо больше было бы, чем на только якутском языке, но также у нас присутствуют якутские слова, якутский акцент, и это придает свою якутскую атмосферу, так скажем. Поэтому это не только об алкоголе, а вообще о сложности жизни в городе, о проблемах урбанизации, возможно. Какими трудностями, возможно, ты столкнулся во время процесса съемки или же с твоим героем, или что-то не получалось? Первый день очень сильно давило то, что у меня нет опыта съемок крупных. Типа, я снимал, что-то снимали для своего ютуба, что-то там по приколу снимали, но профессиональных съемок у нас никогда не было. А когда ты играешь, и на тебя смотрят 20 глаз, 10 человек, это гаферы, это раннеры, это световики, оператор, помощник оператора, помощник режиссера, и это все, в квартире, по сути, размером с эту студию, это, давит. И потом, когда дубль не получается, все такие, переснимаем. Так, и из-за этого дубли получается еще хуже, пока не переборешь себя, страх, скажем. В третьей серии есть одна хорошая сцена. Она была бы моей любимой, если бы я случайно не пропустил удар настоящий, и у меня не разбилась бы губа. Поэтому кровь в третьей серии была настоящая, да. Это во второй серии, кажется, да. Там был такой момент, когда Яшка, получается, играл роль пьяного. Вот. Мы там несколько раз переснимали, мне было очень смешно, честно говоря. Когда вот Серега проходил мимо, я вот смотрю на его роль, я, получается, вот в одежде женской стоял. Я вот смотрю, начали. Стою, мне сказали молчать. Серега проходит вот так вот. Я смотрю на его каменное лицо и просто не могу сдержать смех. Круче всего мне запомнилась сцена, это вот когда я играл пьяного Яшку. Я на самом деле был трезв, если что, я не пил. Чтобы подготовиться к этой роли, я вспоминал, как человек примерно пьяный двигается, там, его мимика какая, как он ходит и так далее. Примерно представлял, и вот этот образ воссоздал у себя в голове и пытался через этот образ передать его через экран людям, так скажем. Очень многие люди говорят, что есть какие-то отсылки к казахскому фильму «Шекер», так ли это? Это точно якутский сериал, не казахский. Просто, как бы сказать, референсом был не сам Шекер, скорее, не казахские фильмы, а те фильмы, которые смотрели казахские режиссеры. Конечно, референсы есть отсылки, есть оммажи, скажем так, но сказать, что это просто закос под казахов, нельзя. Но, конечно, мы стараемся походить на наших тюркских родственников казахов. Было бы славно, если бы у нас тоже что получалось так же. Друзья поддержали, родители сказали слишком много мата, в принципе, в целом сериал неплохой. Родственники тоже похвалили вроде бы меня, тоже сказали, что мата много. Папа сразу сказал, папа посмотрел в первый же день и сказал, что очень много матов. Я понимаю, но сценарий не я писал, честно, папа. Вот, и друзья хорошо оценили, сказали, прикольно. Иногда, даже незнакомые люди говорили, что сериал классный. Спрашивали, когда вторая серия, когда вторая серия. Сериал же русскоязычный. И почему не сделали на якутском языке? Насчет того, почему этот сериал на русском языке, это потому что, я считаю, мы об этом не говорили, но автор идеи Сережа Скрябин, он из депутатска, он русскоязычный сам. А Ял Струкин долгое время жил в Мирном, и он тоже практически русскоязычный. Он говорит, понимает по-якутски, но большую часть времени он говорит по-русски. Ему так удобнее. Оператор первой серии, Петя Иванов, он из Алётминска, и он тоже практически русскоязычный. Он выучил русский язык, и якутский, точнее, довольно поздно, уже в зрелом, в осознанном возрасте. И, по-моему, это из этой компашки вышел этот сериал, поэтому, я думаю, нет ничего удивительного, что они решили делать на русском, на языке, которым они владеют лучше. На русском тоже что-то делать, я думаю, стоит, чтобы другие регионы тоже знали, что мы существуем, что мы не просто тут сидим где-то в юртах с оленями,
Типа, у них есть такие плохие районы, как Сайсары, типа, у них есть там что-то, у них тоже есть бутлегеры, оказывается. Ну, с хорошей стороны тоже надо показывать, конечно, но это попозже. Как относишься к хейту, читала ли ты комментарии, и, может быть, задевает ли тебя это, что твой первый опыт? Ну, несколько раз читал комментарии, да, там был хейт, кому-то что-то не нравилось. Ну, камон, это первый опыт первой серии, так сказать. Я не знаю даже, что сказать. Ну, тут 50 на 50. Были моменты, когда задевало, конечно, но и были моменты, когда как бы все равно. Хейт как хейт. Типа. Я все комментарии прочитал. Я их запомнил. Спасибо вам огромное. Ну, ладно, если честно сказать, те, кто поддерживали, им вот огромная благодарность, потому что тепло в сердце становится. А хейтерам, ну, я ничего, к сожалению, не могу предъявить, потому что я все-таки не актер. Да, скорее это как критику воспринял, а не хейт. Да, хейта много, потому что у нас серии вот так выходят, короче, с гигантскими разрывами, короче. И, ну, к хейту я отношусь нормально. Меня еще ни разу не били за то, что так долго серии выходит. Не было такого. Не было такого, что ты так много материшься. Проще. Да, надо проще относиться. Ты якутские сериалы, как ты думаешь, как у нас кинематограф продвигается? Фильмов якутских я слишком много, конечно, не смотрел, но все равно были вот местами. И на самом деле меня, если смотреть по временам, так скажем, то я понял, что якутское кино, оно очень хорошо развилось, то есть качественно достаточно уже снимают. Люди стали очень профессиональными, как на моем плане лично, как я считаю. Якутский кинематограф на чрезвычайно высоком уровне. Там страшная конкуренция. Якутский зритель очень, скажем так, искушенный, очень требовательный. И поэтому, ну мы же знаем, какие мы якуты, мы требовательные очень. И мы любим придираться к мелочам. Поэтому вот такие вот фильмы у нас качественные выходят. Якутские фильмы я смотрел, это Кескиль 2, вот, Эрчимон Ким смотрел, фильм якутский, еще смотрел «Герои» и «Герои 2». Вот это вообще классный фильм был. Ну, этот проект дал мне опыт, познакомил меня с такими прекрасными людьми, как вот Айсен, Аял, Валерьян, Егор. Они такие разносторонние. Ну вот, это мини-сериал, 3 серии, и это дорогое удовольствие снимать сериалы. Вы знаете, какая окупаемость? Вы знаете, как мы окупились? Вот Айсен расскажет, со слезами на глазах он расскажет, как окупается этот сериал. На полном энтузиазме, ага. Но деньги были успешно потрачены, и вот. Но вы смотрите, этот сериал сможет окупиться, благодаря вам. А у тебя права есть? Нет. Ты водитель играл? Скажи про это. Ну, получается, у меня, так как у меня прав нет, мне сказали, тебе нужно по своей роли как бы водить. И я сказал, хорошо. Я обратился к своим родственникам, друзьям, говорил, нужно у кого-нибудь поучиться. Все просто от меня отвернулись, все меня бросили, кроме одного дяди, который уже такой в возрасте, он сказал, ну ладно, давай попробуем. Чуть-чуть потренировался, он сказал, в принципе, хорошо, ты вроде бы чувствуешь, поэтому так. Потом, когда уже на съемки пришел, слава богу, много сцен не было с вождением, точнее, у меня, по идее, только одна сцена была. В основном у меня дублер был, можно сказать. Смотрите на вещи шире. Якутская культура – это не только наши орнаменты, не только наши эпосы, не только наши литературные произведения. Якутская культура – это вот, норковые шапки, это тоже якутская культура. Это конверты, которые готовят в доставках только в Якутии. Это тоже часть нашей культуры, поэтому я считаю, что нужно не то что отходить, но и дополнять современными вещами понятие народа саха. Вот. Ладно, в голове это лучше звучало. К
Кстати, 15 числа у нас будет предпоказ закрытой нашей серии. В кинотеатре «Лена» ждем вас в 8:30. Если вы хотите посмотреть серию не дома где-нибудь на телефоне, а на большом экране с попкорном, то всех вас ждем. Вместе посмотрим сериал, а также можно будет с нами поговорить, пообсуждать. Билеты будут продаваться, ну, точнее, уже продаются в ГИК-кафе, в Сетка-баре и в кафе «Культура». Будут интерактивы, игры. Если что, ждем вас. Ждем. У меня же глаз вот так зашел, расфокусировался. У нас. Нормальная прическа. Это называется после армии опрос. Вот его личная хотелка, ну, как бы, чтобы мы об этом тоже не говорили. Я лично хотел поцеловаться и... А, да? Он лично запись идет, да? Во второй серии он звездует. Он весь сериал целуется, ему девушки игры показывают, меня 3 серии бьют. Там что-то такое Он, интересное. чтобы роль пьяного сыграть, выпил 2 коньяка же. Хотя, стоп, Это обман.